Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто это человек и что этому человеку нужно? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, человек на пороге. Непростой человек, сразу говорю. Знак Солнца вышел. Вы вместе с этим человеком, когда рядом станете, тут прям солнце взойдет. Солнце — это знак радости, счастья, удовольствия. Темные дни позади, подарки, признание. Хороший, очень хороший знак. Вот вы с этим человеком вместе становитесь, и солнце всходит над головой. Очень непростой. Знаете, у меня идет такое ощущение, что вот как высшие силы к вам направляют этого человека. Либо духи рода, либо то, либо то. Не просто так на пороге у вас окажется. Не просто. Может быть, вы проводили какие-то обряды, ритуалы, читали молитвы, своими словами просили, обращались. Может, вам нужен спутник жизни, рыцарь без страха и укора. А может быть, вам нужен тот, кто решит вашу проблему, ну, либо хотя бы поможет вам в решении. Может, вам защитник нужен. Кто-то вам нужен. Вы просили, вы заказывали, либо выше, виднее с неба, да, что вам нужен человек как помощник. Сейчас хочу посмотреть, да, клевер. Но вы поняли, да? Это духи рода. Это духи вашего рода направляют к вам мужчину, который поможет вам в той ситуации, в которой вы оказались. Либо духи рода направляют к вам мужчину, кого они видят вашим будущим мужем, с кем бы они хотели вас видеть в паре, в семье, в браке. Вот так вот, мои хорошие. Вот говорю, сразу почувствовала. Ну, солнце просто так не покажет. Ну, я вас поздравляю. У вас на пороге тот, да, кто нужен. Духи рода плохого не посоветуют и дурного человека к вам не направят. Это не про испытания, это не про какие-то, возможно, проверки ваши. Нет, это именно во благо, в помощь, к любви, к счастью, к радости, к удовольствию, к решению проблем. Опять же, вот единственное, что у кого-то действительно идет решение проблем, а у кого-то прям суженный показан. И еще показана буква В, если мы говорим про кириллицу, и буква Б, если мы говорим про латиницу. То есть человека могут звать на эту букву, да, либо фамилия может быть на эту букву. Может быть даже какое-то короткое ласкательное имя. Видите, буква В. Вот. Либо Б английская. Ну, английская, латиница. Вы поняли. То есть сейчас вам наговорю. Человек непростой. Человек как будто бы какой-то просветленный. У человека какое-то ужасное, безобразное прошлое. Либо прошел через великие потери и боль, либо сам вот как-то себя вел, как-то вот жил, знаете, на оторви и выбросе. То есть, ну, что попало, человек делал. Даже у кого-то может отыграться криминальное, либо полукриминальное прошлое. Но опять же, это не значит, что человек там вот какой-то сиделец и со всеми вытекающими. Нет, нет. Он просто мог быть там под судом, могли быть какие-то разборки, да, вот что-то такое мне идет. А у кого-то человек сам вот как будто бы из ада вышел, да, прошел самое страшное. Человек прожил свое прошлое, и мне идет, что вот просветился, переродился, полностью как-то вот поменялся. В нем столько мудрости, в нем столько знаний, в нем столько доброты, что, наверное, в море столько воды нет, либо в океане воды столько нет.
А вы сразу поймете, вот в глаза посмотрите и сразу поймете, насколько сильный и глубокий это человек. Вообще мне идет, что он действительно, может, даже какими-то духовными практиками стал заниматься. А может быть, у кого-то отыграется, что человек, допустим, достаточно религиозным стал, да, вот прям уверовал в новую жизнь, в обещанное спасение, в то, что Бог нас любит и велит нам и других людей любить и помогать. Но вот в глазах, у него там в глазах целый отдельный мир. У вас от этого человека прям мурашки мне идут. И какое-то легкое покалывание, и еще ощущение электрического тока у кого-то могут быть. Даже, вот знаете, вот как электризуется, да, человек электризуется, потом его немножко током пробивают, у кого-то точно будет. Но вот сразу поймете, какой-то необычный мужчина. Необычный во всех смыслах слова. Человек, который буквально вот он начинает говорить, и как будто бы гипнотизирует, да, вот вы чувствуете, что вы плывете, как под гипнозом находитесь. Но у него не будет злых намерений, наоборот, у него намерения самые светлые, самые чистые, самые позитивные. Мне вот еще идет такая картинка, что вы вот чем-то будете расстроены, либо опечалены, либо настроение на нуле. Да, вот какое-то такое состояние паршивое на самом деле. И вот именно в этот момент этот мужчина с вами заговорит. Да, он к вам подойдет, и он с вами заговорит. Вы даже можете немножко напугаться. Да? Вот как неожиданно с вами кто-то говорит, вы в своих мыслях находитесь, человек с вами начинает диалог. Но когда вы обернетесь, либо посмотрите ему в глаза, вот поймете, что это что-то необычное, сверхъестественное, какие-то нездоровые даже немного ощущения у вас пойдут. Про мурашки я уже сказала, да? Там еще что-то будет, там буграшки прибегут. И вы думаете, ничего себе, кто ты такой, да? Почему у тебя такая сильная аура? Почему у тебя такая сильная энергетика? И вот он начнет с вами говорить, неважно, что он будет говорить, там просто спросит, девушка, как дела? А вы прям почувствуете, что вам легче становится. Вот какое-то чувство безопасности, наверное, вот сродни, когда мама берет маленького ребенка на руки и прижимает к себе, да, вот такое чувство безопасности у вас пойдет. У вас в голове сразу такой вопрос: а кто ты такой, почему ты такой необычный, вот прям интересный, он вам интересный, вам в моменте хочется вот прям все про него узнать, кто он такой, почему так смотрит, почему так проявляется, да, вот какие-то такие моменты показаны. У вас, кстати, встреча вот в каком-то месте публичном, общественном, вот где-то вы будете вне настроения, печальное, грустное, либо немножечко как негативить будете. И тут этот мужчина к вам подойдет. Он увидит ваши грустные глаза. Он увидит, что у вас опущены плечи. Вот он сразу увидит, что вы очень красивая женщина. И, возможно, он вам так и скажет, да, что вы очень красивая, и вам очень идет улыбка. Да, какие-то такие вот вещи, знаете, нейтральные, но в то же время цепляющие. Да, к вам еще так никто не подкатывал. И вы так удивитесь, и в любом другом бы случае вы бы просто послали, либо отвернулись бы. Но сейчас нет, вы не будете этого делать. Наоборот, вы как-то даже ему в ответ, что ли, улыбнетесь. Вот мне идет, что вы как загипнотизированная. Вот идет такое чувство. Давайте посмотрим, может, он правда гипнотизирует. Может быть, вы почувствуете, что он родная душа, может, вы почувствуете, что он добрый человек. Опять же, очень много девушек приходят на мои отсылки, которые очень чувствительные, очень талантливые, очень способные. Кто-то практикует, кто-то лишь только на пути к этому. Но вот чувствительность у вас есть. Да, есть. Кстати, знаете, еще пришла такая информация, что, возможно, вам этот мужчина снился. И вы немножко обалдеете, скажете: Господи, да это же мужчина из моих снов. Как так? Как такое может быть? Хочу посмотреть. Вы почувствуете что-то свое, родное, знакомое.
вот эту его необычность считаете, эту его сильную ауру уловите. Да, будет встреча в каком-то месте, где люди что-то делают, либо бывают, либо работают. Да, вот какое-то место мне идет. Это не дома, это не где-то вот в приватной обстановке. Нет, там будут люди. Он как добрый вестник, он как посланник небес, он как посланник вашего рода. Буквально идет к вам, буквально идет на вас и никого другого не замечает. И вот я вижу, что вы не будете загипнотизированы, это не гипноз, это скорее вот вы почувствуете приближение чего-то светлого, доброго, максимально позитивного для вас. Вот, да, вы его считаете, вот так мне идет. И он, конечно же, вас считает, потому что почему-то он знает, что вам улыбка идет, почему-то он со спины с вами разговаривая, знает, что вы красивая. Да, вот какие-то такие вот моменты, несостыковочки. Но вот почему-то мне еще идет ощущение нереальности и волшебства в этот момент. Но так вы еще не знакомились, да, такого еще раньше не было ни с вами, ни в вашей жизни. Сейчас еще хочу досмотреть, да, он сам вышел. Он вышел сам. Он покончил со своей прежней жизнью. Теперь ему хочется тепла, стабильности. Почему-то хочется помогать. Помогать людям, помогать людей, как детей воспринимать, да, с позиции такого вот мудрого отца. Да, интересно. Он по каким-то делам будет в этом месте, либо какие-то дела решал. И так вы встретитесь. Знаете, он вам потом расскажет, что он как-то совершенно случайно оказался в этом месте, вообще не должен был быть там. У него был совершенно другой план, либо совершенно другой маршрут. И вот так все случилось и получилось, что он оказался рядом с вами. Вот. Возможно, и вы не должны были быть в том месте, да? Может, сами ноги привели. Но вот какая-то мистика вашего знакомства мне идет, мистика. Вы потом долго будете это обсуждать, долго будете вспоминать, и каждый раз будет мурашить, да, от того, как вы встретились и познакомились. Я вижу, что у вас к этому мужчине прям такое доверие идет. Вы сами себе задаете вопрос, что вот я же его не знаю, почему я ему так доверяю. И вам прям захочется ему о чем-то рассказать, на что-то пожаловаться, да, о своих тягостях жизни, о своих проблемах, о какой-то несправедливости, о каких-то злых людях. Да. Вот прям захочется пожаловаться ему на какие-то вот такие трудные моменты в жизни. Хотя, возможно, вы терпеливый человек, вы даже своим близким не жалуетесь и не рассказываете о своих проблемах, а ему прям захочется рассказать. Я вижу, что вы начнете общаться вот именно по поводу ваших проблем. Именно, да, ваши проблемы мне идут. Обсуждение ваших проблем, его советы, его какие-то успокаивающие речи. Плюс у кого-то еще отыграется, что мужчина скажет: ну, я именно тот, кто тебе нужен. Да, я в этом разбираюсь, либо я за это отвечаю, я знаю, как с этим справиться. Да, вот как-то так мне идет. То есть вы жалуетесь, плачетесь, а он вас успокаивает, да, и вы ему верите. Вы понимаете, что да, он может, он поможет, и теперь все хорошо, и вам не нужно больше грустить, и вам не нужно больше переживать. Ну, типа, все хорошо будет, да, вот какие-то такие еще мысли, ощущения идут. А мужчина старшего возраста однозначно. Но у кого-то еще может отыграться, что приблизительно вашего, но он настолько мудрый, он настолько всего в жизни уже повидал, испытал, что там бесспорно вы признаете его, ну, старшим, да, вот нет мысли даже с этим поспорить. И у вас сразу ощущение, что он прям такой мудрый, взрослый человек. На лицо он, я не могу сказать, что красивый. И я не могу сказать, что некрасивый, потому что лицо — это не то, на что вы будете обращать внимание. Вы обращаете внимание на его душу, на его поведение, на его слова, на его отношения, на его энергетику. Вот как-то так мне идет. На это обращаете внимание. А что там с лицом, вы уже как в последнюю очередь, да, думаете, либо смотрите. А у кого-то даже будет такой момент, что вы какой-то образ себе, да, у него на лице нарисовали.
То есть вам он кажется красивым, вам он кажется добрым, открытым. А каким он будет на самом деле, я не могу сказать. У него сильный знак в зодиаке. Либо он Козерог, либо он Овен. У кого-то Лев может отыграться. Он сильный знак. Еще Стрелец у кого-то может быть. Сильный знак под определенной звездой родился, либо в определенном созвездии, что дало ему такую непростую, но в то же время волшебную судьбу. Потом, в будущем, когда вы там про него начнете узнавать какие-то его события жизни, вам так его будет жаль, либо вы прям будете как в мамочку превращаться, да, сердце кровью обливается, вы думаете: Господи, ну за что этот человек столько страдал, да? Ну как такое могло произойти? Прям, за него обидно и больно. Но в то же время вы видите, каким он стал, что он такой добрый, сильный, открытый. И вы думаете: да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Кстати, вот еще вижу такой момент, что мужчина вот конкретно берется за какие-то ваши проблемы. Вот серьезно, у вас есть проблема, и он за нее берется, причем берется буквально либо в тот же день, либо на следующий день. И вас это поражает. И вы думаете: вот у меня куча знакомых, у меня там родственники есть, у меня там, не знаю, муж был, да, которого нужно было заставлять из-под палки, либо нужно было кого-то просить, уговаривать. А тут совершенно незнакомый человек, буквально, да, вот вы только-только познакомились, и он сразу же берется решать ваши проблемы, да, договариваться, либо что-то делать для вас. Это так вас тронет, у кого-то прям до слез вас тронет. Скажете: кто бы мог подумать, да, кто бы мог подумать, что так случится. Но еще раз говорю, духи рода кого попало не пошлют. Духи рода посылают именно того, кто нужен. Кто нужен вам именно сейчас, в это время вашей жизни, либо того, с кем видят вас в паре, того, с кем хотят, чтобы вы соединили свои судьбы. Как-то так мне идет. У вас общение, телефон, переписка, и еще встречи, да, встречи. Но у вас как-то сначала мало будет встреч, больше там телефон, переписка, а потом больше и больше встреч. Да, он будет решать ваши проблемы. Я вижу, что он вот с кем-то говорит, либо договаривается по поводу вас, по поводу вашего дела. И он очень активный человек, он очень деятельный. Опять же, вот это его аура, ей нельзя противостоять. Но любого, да, вот любым мягким словом любого человека он может буквально вот не принудить, но заставить делать то, что ему нужно. Почему-то мне еще идет, что с ним никто не может спорить. Либо не решается спорить. Там ему никто не решается отказать. Вот как-то так мне идет. Сильная аура и еще харизма. Возможно, он еще очень авторитетный человек. Да? У него есть имя. И это имя, оно известное, да, там, в определенных кругах. Когда так все необычно идет. И еще, мои хорошие, я должна вас просто предупредить, что вам очень многие позавидуют тому, что вы с ним познакомились, и тому, что вы с ним общаетесь. Когда вы будете о нем рассказывать, подружке будете рассказывать, подружка начнет завидовать. Когда вы там сестре будете рассказывать, сестра начнет завидовать. Может, по-доброму, может, и не очень. Но вот вижу, что будут завидовать, да, что вы как-то добились этого, да, вы как-то смогли с ним познакомиться. Другие люди только лишь мечтают об этом. И вообще нет никаких шансов познакомиться с этим мужчиной. Почему-то еще такой, может, он какой-то известный, популярный, знаменитый, как звезда вашего города, либо страны. Вот как необычный человек. Вот все время мне идет необычный. Так, что еще я вижу? Я вижу, что вы в лице этого мужчины в первую очередь найдете защитника и настоящего покровителя друга. Это в первую очередь отыграется. А потом уже, да, возможно, у кого-то и в другом направлении пойдут отношения. Но вот первоочередное все-таки, да, для чего он идет? Это для того, чтобы солнце взошло, для того, чтобы вы вышли из тьмы, для того, чтобы вы перестали грустить, справились со своей проблемой, для того, чтобы темные дни отступили. Вот, для этого идет. А во вторую очередь уже, наверное, для каких-то личных взаимоотношений. Вот у кого-то честно отыграется, что вы станете друзьями.
дружеские отношения вас свяжут, и вот будете дружить, будете время от времени как-то общаться, встречаться. Он вам помогать станет, да. А у кого-то отыграется, что все-таки вы будете больше, наверное, как пара, а со временем вообще объединитесь и станете семейной парой. Да, у кого-то и так будет. У мужчины какая-то работа интересная, он все время занят. И, скорее всего, какая-то ненормированная работа, такая, знаете, вот по кругу 24/7. Но, с другой стороны, он любит свою работу, он ею дорожит, он ею гордится. Он, когда он был один, он всего себя отдавал в эту работу. Это, кстати, о том, есть ли у него семья. Нет, он один. А даже если у него и есть дети, то, скорее всего, уже взрослые и живут своей жизнью. То есть такого нет, что кто-то с ним на попечении у него. Нет, я не вижу. Я этого не вижу. Работа, да, его семья — это работа. Может, из-за этого изначально вы будете просто общаться по телефону, либо в переписке, потому что он вечно занят. Но опять же, жизнь меняется, и привычки меняются, все меняется. Время покажет. Вот серьезно, да, вы сами видели, там все время клевер выходил, там не выходило любовных карт, там выходил клевер. Я вот еще спрошу, будет ли какая-то любовная история между вами? Очень сильная энергетика идет от образа мужчины, просто невероятно сильная. Даже вот здесь, видите, показано, что он вас вот рукой так обнимает, закрывает. Лодка с парусом. Мечты исполняет, девочки, он исполняет ваши мечты. Симпатия однозначно будет. Причем взаимная симпатия. Про любовь скажите нам, про любовь. Вот опять верность, дружба, служба, стабильно, хорошо, лично. Будет что-то лично. Защитник все-таки выходит, медведь. Но опять же, мы не смотрели на дальнейшее, да, мы просто спросили, кто на пороге. Защитник идет, защитник, верный друг, тот, кто высоко летает, тот, кто все может, кто подарит стабильность, решит вопросы. И симпатия показана, да, тепло, симпатия. Все-таки не показывает, да, время покажет. Опять же, все от людей зависит. Понимаете, а вдруг он вам не понравится, и вы скажете, окей, дружить могу, но лично, например, нет. А может, вы вообще замужем сейчас, да? У кого-то может и такая история отыграться, что вы замужем и живете вы тяжело от мужа, например. Опять же, не у всех мужей есть способности решать проблемы. Есть мужья хорошие люди, но не созданы для того, чтобы решать проблемы. Вот мне идет, что больше, да, защитник, помощник, который закрывает, покровительствует. Как в новую жизнь вас отправляет. Новую, да. Почему-то мне еще идет, что он какой-то как... Вот в энергетическом плане он портной, он шьет, он создает костюмы, он создает образы, он чинит одежду, да, если там где-то дырки пошли. То есть его все-таки работа, либо его способность — это исправлять, изменять, создавать новое, да, хорошее, новое, приятное, но и исправлять старые ошибки, убирать дырки, да, вот, починить костюм, жизнь починить. Вот так мне идет почему-то. Серьезный дяденька, серьезный. Поживем, увидим, вы-то точно с ним встретитесь. И я надеюсь, что вот эта первоочередная задача, да, помочь вам, он с ней справится. А дальше уже все будет зависеть и от вас, и от него, опять же, как у вас там с ним сложится. Но вы за этого человека будете благодарны. Благодарны и небесам, и духам рода, потому что в нужное время, в нужный час нужный человек появится. Это самое главное. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.